Доброе утро, дорогие друзья! У нас сегодня гостем нашего северного парка стала ящерица. Какая красота! Стоп, не шевели. Ты где ее нашел, Сань? В камнях. А, серьезно? Да, это Рамзан нашел. А, нифига себе. Сказал, я сегодня не обедал, иди приготовь мне её. Красотища. Слушай, она прям как дракончик. Маленький, вот так держи. Так, ну подходи, ну запарил ты, ё-моё. Нормально ты просишь снимать. Это нормально попросили. Бро, так, стойте. Так, чтобы солнце не светило, вот так, да, под ногомотим. Как начнешь снимать, скажешь. Снимай уже. Начну разговаривать. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы решили помыть нашу новую тайгу. Ее Сергей до этого вычесывал. Посмотри, можешь поближе показать, сколько у нее осталось. Посмотрите, здесь она почти лысая, а вот здесь у нее шерсть еще не снята. Но она вся тоже вылинит от этого. В общем, решили помыть, потому что у нее, как она приехала, у нее сильный запах. Хоть бы она и гуляла, и не гуляла, но у нее есть запах. В общем, у любой собаки запах этот приветствуется. В основном у гибридов, например, и у волков нет такого запаха. У волков вообще нет запаха никакого. Если запах есть, то только если они в чем-то повалялись или там сходили и где-то там наступили на это. Да, от этого запаха. А так от самих волков не пахнет. А от вот лаек пахнет. Ну, не знаю, помоем, посмотрим, насколько хватит тебя, тайгусик. Давайте, нам в этом помогает наш Сергей. Так, вы на голову, я думаю, не лезьте. Не держите, вы ее не трогайте вообще, я ее буду держать. Да, вы просто ее сейчас мочите, пойдем тогда. Стой. Стой. Вот, молодец. Тайга. Так. Нет, так не пойдет. Тайга. Не, вы делайте, не лезьте. Она там в угол забьется и все. Давайте сейчас. Давайте вот здесь секунду все. Спокойно, размер пойдем. Здесь можно нацепить. Сейчас я этот шланг еще. Да, можно шлангом сделать. Все. Главное вот эту сейчас поставь, чтобы не было. Давай сюда еще. А, так я вас сейчас всего болью. Да ничего, давай так. Вот все, умница. Ага, умница. Вот сюда, на шею. Умница. Андрей, встань задом в другую сторону, пожалуйста. Вот так, да. И лейку берите из-под камеры, что она стоит? А пусть будет. Ну, в камеру лезет, не видно, да, вот. Ой, молодец. Так, что давай? Я мыло возьму. Отпустите пусть он. Нет. Все, не поливай больше. Не поливай, не поливай. Ой, в глаз ей прям. Нет. Прямо хорошо, чтобы она... Вот, как профессионально. Вот. Еще прям ее прям мыли, чтобы она там вообще... Стой. Тихо, нельзя. Вот так тебе грудку, вату. Стой. Куда собралась? Молодежь. Куда?
должна быть у нас невестой, а не вонючкой. Чего воняешь? А? Хоть помоем тебя, будешь вкусно. Она вон аж вспотела. Это что происходит? Что, еще будет? Да. Ой, Как запахло. мужским шампунем пахнет. Гелем для душ спортивным. А это все сломалось у нас, штука. Опять? Кто-то сломал. Ты прям старайся, чтобы не в клетке снимать. Так вы стоите возле клетки, у меня нет выбора. Вот умница. Вот и вольер заодно, по-моему, хорошо. Вот, хорошо, вот так вот промылось. Вот. Умница. Умница. А вы Какая красивая эта, смотрите сейчас. Вот ошейник ей снять, она же, блин, мы это, мы надумали на улице будет. А на улице, друзья, не получилось у нас. Мылиться уже. Ледяная, ну как ледяная, нормально. Закаляться надо, это северная лайка, ничего не станет. Шерсть хорошая. Надо прям полностью, чтобы она... О, хвост вообще сильный. Чтобы ничего не подморозилось. Вот умница тогда, умница. Слушайте, ну не такая она уж, ну ледяная, но это уже стало ледяная. В принципе. О, смотрите, как еще шерсть. Ну, Она вытряхнула себя. Видишь? Вот умница, вот умница. Слушай, ну да, красивая шерсть такая. Вот, теперь с тобой, вот тут. Хвостик поломанный. Отсюда полей на пузик. На гончую стало похоже, да? Ну, а чтобы меньше шампуня, но не остался, вылизывал перед себе. О, Как курица. что красотка, вот она красоточка вообще. По размерам самая идеальная, я считаю, для западно-сибирской лайки. Вот Валенды вот такого размера самое то. Ну, у нас Луйка, я думаю, догонит ее. Давайте я с этого повидим, наверное, уже холодно. Давай. Ой, теплая какая. Да все это не нужно. Так ее может утереть. Да сейчас оно сама. Не, я имею в виду вот этот шерсть. Сейчас. Не будет, не будет. Все хорошо, видишь, как хорошо. Умница, умница. Тайгуся, красотка. Блин, вот это то, что я ее держал, это очень плохо. Когда она сопротивлялась. Прям очень плохо. Но она лайка, как бы, от этого, ну, попроще будет, потому что гибрид, он все, второй раз не даст никогда, если так люди делают. Или волк. С волками вообще так нельзя делать. Вы там не промокли в этом? Нога? Нет. Ну, спасибо, Сергей, помогли. Помыли. Зато собака будет. И пахнет вкусно. Невеста. Чтобы посередине или снизу, чтобы красиво смотрелось. Ты сюда только не лей. Угу.
Бери лейку, Андрей. Как курица обшипана. У нее перья как будто обшипали. Уже совсем другой запах. Мужским пахнет. Парфюмом. Сколько средств, да? Да, сейчас бы эту штуку получил, да? Там может быть новую воду налить. Да это полил. Она не вступила. Это видите. Я не пойму, почему у нее сбой такой произошел. Может из-за стресса, да? Да не, она это зимнюю шубку она скидывает. Ну, гибрид, наверное. Да? Не, лаки что ли скидывают? Но они скидывают не догола, как это. Как гибриды. Или как волки. Это северные волки, они не дают конца сбрасывать. Потому что ночами все равно холода. Снимал, звонок меня перебил, друзья. В общем, перегрузили, там до Рязани 100 километров было, перегрузили наших валендов. И, в общем, все, завтра в Питере они должны быть. Я подготовил для них вольеры. У нас вот, смотрите, Александр приехал, помогает, траву косит. Уже все заросшее было. А он вон как все покосил красиво. В общем, видели, новую тайгу помыли сегодня. Вычесать еще ее надо. Сделал я такие небольшие перегородки. Здесь закрыл, потому что через это могут друг друга поранить. И вот такие вот решетки тоже поставил. Вообще отлично закрепил их хорошенько. И они уже не смогут укусить друг друга. И здесь тоже поставил такую сетку. Она хорошо держится. Я ее хорошо закрепил. Она никак не выскочит. Вот. А здесь наглухо закрыл. Здесь наглухо закрыл, но надо будет закрутить еще саморезами, потому что фурия у нас такая, она будет пытаться вырвать. И может вырвать ее без проблем. Ой, братишка красавец. Волчара. Идем, поглажу тебя. Красивый, красивый. Насчет коронок, друзья, я сейчас подожду время, наверное, до октября, до ноября. Немножко от наркоза, от стресса этого всего он отойдет, восстановился, чтобы и уже можно будет пробовать брать слепки и через время еще развести, чтобы ему их установили, потому что зубки, в принципе, все у нас, вот этот вот более-менее, так, и где, да иди сюда, а вот этот вообще с той стороны очень плохой, поэтому я думаю, чтобы он нормально кушал. Вот видите, все беленькие, ему там все сделали, а тот плохо. В общем, чтобы ему было комфортно, поставим ему зубки. В принципе, подготовил, покрасить не успел. Ну, думаю, тогда к осени
полностью будет реставрация этих вольеров. У нас, я надеюсь, через пару недель, может через дней 10 закончим уже прогулочную зону для братиша. Также будем готовить место под новые вольеры для гибридов и валендов. И как переведем туда, или ну как-нибудь придумаю, чтобы уже фурия, если что, к Акеле пошла, братиш в ту выгулочную зону. Ну и новая тайга тоже распределим, в принципе. И надо будет полностью, чтобы здесь никого не было, дня 4-5 полностью закрасить арматурину и также новый пол. Ну, новый пол имею в виду покрасить. Кого-то грызут там. Кого-то там грызет. Алита, по-моему. А этот мелкий, он подщипывает ее. Алита. Вот они. Четверка. Так, Акела, нет, вы сейчас, блин, выскочите. Давайте попробую зайти. Ну-ка, 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 тихо. Арюшка, ты так скучаешь за мной, да? Умочка моя, красавец. Покажи, зубки у тебя не меняются еще? Нет, еще не меняется. Еще не поменялись, да. Красавица. Ее родной брат, дорогие друзья, весит 24 700. Арюшка у нас весит 17 килограмм, 17 500. А Рагнар, ее родной брат, он весит 24 700. Луйка, привет, Луйка, привет, привет. Так, ну-ка не прыгать. Короче, когда их толпа, аж нервы не сдерживаешь. С ума сходят. Пойдемте рыбок покормим. Я сейчас шланг туда засунул. Набрать водички надо. Что-то они опять раскопали яму. Короче, надо это. Луйка, Арюшка, иди сюда. Ария. Закопать надо. Омочка, привет. В общем, шланг включил, сейчас воды наберется. Хотя бы литров так 500-600 сверху. Вот карасей вот так подкармливаем. Все, я думаю, им хватит. Что, Луя? Покажи свои зубы. Покажи зубы. О, зубища. Вот они, полгода уже, клычищи какие. Полгода. О, молодец, богатырша. Алитка пошла плавать. Ты кого ловишь, Алин? Омка, ты у нас что, на свободном выгуле? Омка. Как козлик.
Умка, ты козлик. Друзья, короче, сейчас такая история. Посмотри на мою кепку. И на Сергея тоже посмотрите, довольного. Короче, рассказывают. Пошел я костерчик разжечь, внутри весь мусор сжечь. И да вроде бы не думал, что сполохнет так. Там розжиг был, он уже пустой был. Я просто в спичку в этот кинул, а там оказалось на дне, по бокам все это как жидкость. И она мне прям руки, я сейчас в холодной воде держу. Не знаю, что будет. Завтра, надеюсь, холодная вода поможет сильно. Если не окунуть, 100% удари будет. И я улетел вместе с этим огнем. И вон кепку, смотрите, как накело, зажувал. Мне начал валяться. И все, Алиту, он позвал Алиту. Алита отобрала кепку и принесла Сергею. И Сергею ее оттуда достал. А они вон растаскивают опять весь мусор, который я сейчас ходил, часами собирал, в общем, капздец. Ну, это означает что? Что я еще не выздоровел, мне нужно постельный режим, а не Не ходить. суй руки, куда не просят. Нет, это просто нужен постельный режим и отдыхать. Слишком много сегодня уже работал, поэтому уже так как-то что-то. Короче так, я еще определили тест, позавчера сдал, я переболел опять коронавирусом. Это был у меня коронавирус, поэтому, друзья, симптомы начинаются с отравлений. Врач мне, Сергей, кстати, подписчик дорогой, спасибо тебе большое за советы. Очень много мне помог, и лекарства прописал, и мама тоже мне там помогала. В общем, всей семьей помогали. Анализы сдавал, вот как раз врач просил, какие анализы сдавать, я сдавал. И, в общем, переболел этой болезнью. Так что берегите себя. И вот надо отлеживаться, походу. Как так вообще тупанул? Ну, может, она Друзья, не выдержали. Как больно-то. Пили мазь. Короче, блин, жесть. Болит ужас. Потому что она еще жестче печь начала. Бабуба. Короче, друзья, форс-мажор какой-то сегодня у меня.